Школьники внимательно слушают религиозных деятелей. В прошлом месяце были информационные вбросы о возможном нападении на школу, поэтому тема экстремизма для них не пустой звук. Элизабет Плиева сегодня смотрит на это с религиозной точки зрения. Важно понимать, что мы должны относиться с уважением к каждому человеку. Вне зависимости от веры мы должны друг друга уважать, каждую религию мы должны уважать. Исам Агушков полностью согласен со своей одноклассницей. Насилие не приведет к благу. И это запрещено священным писанием. Родители не раз объясняли, что надо быть бдительным. У всех людей свои проблемы, поэтому никогда нельзя проявлять жестокость. Попавшим в беду надо оказывать посильную поддержку и не оставаться безразличным. Тогда мир станет чуточку лучше. Из сегодняшней лекции я узнал то, что нельзя принуждать человека к какой-либо вере, потому что в нашей вере это запрещено. Интернет – это огромная база информации, но не стоит забывать о том, что в этой мировой паутине тоже легко запутаться. Ученикам напомнили, что в сети, так же как и вне дома, нужно помнить о своей безопасности. Основная проблема молодежи – уверенность, что они могут остаться незамеченными, если будут оставлять комментарии не под своим именем. Здесь напоминают, нельзя делиться личными данными с другими пользователями интернета. Деструктивные силы олы ерсиметл царь бежбо болхо чуабы царь болхо леалж бас ставей дизелц интернет ждаем даж мливи диаж нуан шей дизель телевош барлакыр царь лилбежбо хамфат мал тахкыр царь интересоваться дежбо хамалаха что делать дальше. Экстремизм и терроризм сегодня одни из самых наиболее опасных явлений социальной жизни, которые разрушают жизнь общества. Тема лекции затронула всех. Чужого горя не бывает, поэтому такую проблему надо решать сообща. Дана Плиева, Амина Зязикова, Магомед Дарсигов, Магаз 24.